Күнді хақам жыны бұл беге ақсыз научный конференцияға келен олар бұд. Конференция бұд ата тенгриянсыва дейін. Тенгри таңара ейгеті. Манна андойду азиаттыра ученыйдар, историктар, искусство, культура егелек, бөлігөктер, мустан кәпсетер егелері. Бүгін беге ісік көлге Кыргызстанға Чолпон ата дейін коракка келен олар бұд. Бұл ағас қалдананығар музей, педроглифтар. Жонын бұл тәңірі дейбі күдігі кәнді бітер қаялар көстілдер. Бұл атты бар олар мен доғыттырым Александр Кожетоков, Чапрай, Қақасия, кене хурьятчы, драматург, философ, художник. Бейбісепет уанчағыл болды, уантан таққағыл. Онны бұл бір доғырым Монголияттың жардашням. Кенеме философ, хурьятчы, ученый. Друзья, мы вновь встретились на конференции по тенгриянству. Сейчас мы находимся в прекрасном озере Иссык-Куле. В настоящее время мы находимся в городе Чолпон-Ата. Это заповедник, музей петроглифы. Сегодня мы обсудим 3 темы. Первая тема тенгриянства – это религия или верование. Вторая тема – откуда мы, азиаты, родом, что нас объединяет вообще. Мы представители разных народностей – альтайцы, хакасы, монголы, саха, казахи, киргизы и другие. Что общего между нашими народностями и какие отличия? Вот кто начнет? Правильно. Давай, Чапрай. Что такое тенгри? В принципе, понимание тенгри – это я против того, чтобы его определять как религию, потому что религия прежде всего имеет свои догматы. У хакасского народа есть главный принцип – равный над равным не имеет власти. А религия со своими догматами он навязывает человеку, накладывает на человека уже им не принятые обязательства, что он должен так поступать. А в принципе, равный над равным не имеет власти, каждый поступает по мере своего осознания. Поэтому это не есть религия, а есть верование. Я доверяю то, что я познал, не то, что мне сказали, потому что я самодостаточная личность. Задача каждого, мы рождаемся в лоне Матери Земли и своим сознанием, в объятиях Матери Земли, своим сознанием должны вырасти до неба Отца. И вот в этом росте каждый понимает не так, как ему предписано догматами какой-то религии, а так, как он сам познал заветы неба Отца. И свои поступки, мотивации у него свои, а не навязанные. Вот это вот главный принцип, мне кажется, в тенгриянстве. Может быть, господин Дашням возразит этому? Нет, я согласен с вами. Для монголов испокон веков тенгри были как-то еще объемлющее пространство. Вот куда идет такие волны, импульсации, можно на современном языке называть по-разному. Но монголы использовали мощи тенгри. Тенгри, что нам говорят тенгрианские языки, через особо одаренных людей. Да. Они ловили это волны или импульсации и передавали нам, что тенгри тебе
позволяет, не позволяет. Тебе это именует даже в сокровенными сказаниями монголов есть такое слово. Да, Меня именовали в Тенгри. То есть твое имя там знали. да, Вот так что Тенгри немножко, как и сейчас очень много говорят, что была такая религия, как такой религии не было, а просто поклонение в Тенгри, понимание Тенгри, это было именно философией. А как пишет академик Пира, вообще в чингисхановское время у монголов уже образовалась такая идеология Тенгри. И даже с целью теорию создавали для государственного строения. да, да, да. Так что мы сейчас практически страна, как религия в очень многих местах, народах, конечно, развивались. Это тоже неплохо. Это практически страна. Это по мере знаний, по уровню каких-то отношений к Тенгри, люди сделали Тенгри для себя своим Тенгри. Так Да, что, можно я? да. Конечно, можно. Да, вот Это беседа. просто по хакасской традиции у человека по жизни 4 врага, и если он становился настоящим тенгрианином и получал авторитет в своем окружении, если он преодолел этих 4 врагов, а какие это враги? Вот ребенок рождается, и первое, с чем он борется, и фольклор народный как раз способствовал преодолению первого врага, это страх, страх смерти. И вот ребенок начинает преодолевать в себе страхи, потом он вырастает, и до 18 лет он должен стать джигитом и преодолеть в себе вот эти фобии, страхи, да. А как только у человека страхи уходят, у него просыпается второй его враг, это гордыня или самодовольство. Мне море по колено, я смерти не боюсь, я все сейчас смогу. Это второй враг, который съедает очень многих людей вот в современности. Тщеславие, по-моему, самый большой порок, который съедает современное общество. Но когда вы подчините это гордыню, самодовольство своему сознанию, долгу, но чтобы подчинить долгу, человек должен как бы познать мир, познать волю неба Отца. Оно помогает вот преодолеть вот эту гордыню, подчинить себя и стать равным среди равных. Вот это главное требование. Но это у нас требование к 36-40 годам должно было быть преодолено. И если окружение признало, что ты не гордишься, не хвастаешься, не выставляешь себя везде, это я вот и так далее, как сейчас распальцованные вот ходят, вот, то тогда он уже становился равноправным членом общества. Но когда человек побеждает вот это вот самодовольство, гордыню, то у него просыпается третий враг – уныние. А зачем я тогда, если я ничто, я равен со всеми, зачем я тогда живу? И вот это уныние преодолевает познание законов неба. И вот он, преодолевая закон, приобретает смысл жизни, приобретает внутреннюю установку и становится вот именно эром. У нас смысл жизни был в том, быть полезным другим. И вот когда человек наступает, когда он познал мир и уныние преодолел, он приобрел смысл жизни, ради чего живет. Вот когда он к этому выходит, то появляется четвертый враг, это усталость, это старость, это возраст. Его тоже надо преодолевать, и жестоким образом преодолевать. И тогда человеку открывается дорога в бесконечность, в вечную жизнь. Но это... хорошо, Да. хорошо, братья ушел очень далеко.
но он имеет в виду тенгри как религии. Но там надо, конечно, признавать, тенгри это очень старейшее сознание людей, а потом же образовались разные религии. Да, да. А эти религии обратно подействовали на понимание тенгри. Это же есть такие Да, да, случаи. абсолютно. Поэтому, когда нам кажется, что тенгри какой-то род, разновидность религий, это имеется в виду, что потом это более современное понимание от тенгри. Ну, все же это мировоззрение, а не какой-то канон, принятый предками. Так, ну хорошо. Вот в очередной раз мы восьмая конференция, вы говорите, да? Да, 8-я. Да, мы в Бишкеке. Сейчас проводится 8-я конференция по тенгрианству. Тогда вы как считаете, тенгрианство вообще в нашей жизни имеет какое-то влияние вот, в настоящее время? Вот. Вот как раз у меня доклад сейчас такой. Это по материалам сокровенных сказаний монгол я сделаю. А там указом Чингисхана одного старика сделал превосходности в быхи. То есть самый указывающий путь это человеком сделать его и надевает белый дели, оседлает на белом коне, он сидит в ряду титулированно на сиденье, а его конь его увязывается с одним Сергеем Чингисханом, только он имел право. Так что он для чего это указом его сделал таким. Из этих тогдашних шаманов сами это знатных, одаренных, и сделали там, была такая традиция в монгольской государственности. И он что делает? Он как раз и подскажет ему, что подавывает тенгир, что подскажет нам. А так что если сейчас и среди нас очень много таких особенных, одаренных, талантливых людей, которые больше нас получают, которые больше нас связывают с тенгри. А они, если скажут, подскажут нам, где наши грехи, где мы что-то неправильно делаем, если мы это верим их словам, прекрасно было бы, это бы имело социальное значение. Однако же мы же сейчас эта культура, это такое уважение таким отношение к талантливым людям уже нет, а их считаем мы сумасшедшими какими другими людьми. Поэтому сейчас хорошо как раз возвращается отношение к талантливым людям по-особому. Так что я думаю, что в теперешнем мире, в наших сегодняшних условиях, если такие особые люди, талантливые, конечно, нам они могут помогать. И их мы видим в лице шаманов, в лице каких-то зрячих, может, в лице каких-то йогов, которые медитировали, практиковались, развивали свою способность. Так что такое много людей. Но надо знать, что среди нас есть источник такой сильный, мощный, тенгрианский. Чтобы это знали, конечно, мы можем использовать их. Если, и прошу прощения, Конечно. если рассматривать историю европейской культуры, то вот в эпоху просвещения как раз встал вопрос, когда научный подход эмпирический, то есть опытный, доказывающий истину, да, и встал вопрос о том, о природной религии, да, и все искали, какие же природа создала условия или законы, в которых человек живет. Вот этот поиск Ньютона заставил заниматься эзотерикой, несмотря на то, что он математически описал, казалось бы, тогда известные все факты. Вот. Но вот мне кажется, что тенгрианство как раз и есть то миропонимание, в котором вот отражена вот эта природная
почтительное к окружающей среде отношение. Вот. И то, что сейчас проблема 21 века экология, вот, как раз вот это тенгрианство, оно говорит, что самая главная цель деятельности людей, тенгриан, это создание баланса между потребностями общества и необходимостями биом, в которых общество живет. Вот. Найти баланс, вот этот, гармонию. Одним словом, мы считаем, что мы понимаем природу, да? Да. А мы же не знаем, что природа как понимает нас, что нам Тоже, подскажет. да. Вот это именно надо. Ладно, друзья, спасибо. Мы спешим, вы сами знаете, ехать надо, поэтому вторая тема сразу. Ага. Мы, азиаты, откуда вообще? И что общего между нами? Вот такой вопрос. Мы с Азии, Ну, с Азией, ну, Мы- вы хаказ, вы монголы, Нет, мы- я саха. Ну, мы азиаты. Ну, у нас Ну, эта тема такая. общие ценности есть, вот, почитание природы. А природу представляют в отношениях с людьми духи. Ну, духи я бы в научных категориях определил как некий эпицентр или некий такой вот центр, где как центр тяжести в любом предмете, где выражены все потребности или устремления вот этой некой общности. Вот. А дух, вот он и есть вот этот центр, точка. Вот. И умение научиться с ним войти в контакт и не нарушать их принципы, и найти компромисс в устремлениях общества. Тоже сейчас вот, скажем, ну, как шутка, пожарники к чему устремлены? Чтобы во всем мире не было ни огня, чтобы пожаров не было. Да. Запрещают запретительный метод. Это метропольный подход. Вот. Сейчас вот, мне кажется, беда современного общества, что оно все устроено метропольным образом, но оно использует якобы демократические образы. Всех спрашивает, но единовластно принимает решение, это решение должно стать законом для всех. Это то есть структура метрополии. В этом вот большая ошибка. И вот мне кажется, сейчас задача социологии, антропологии, социологии именно разобраться вот в системе управления обществом. Оно очень у нас как бы далека от истины, мое представление как тенгрианин. Окей. Конечно, азиаты внешне мы отличаемся от европейцев, африканцев, но это внешние наши признаки. А в общем, мы очень близкие и очень сродные люди, азиаты. Хотя истории сделали нас разными, особенно последние 5-6 веков. Вообще очень территориальным пространством мы различаемся, хотя все азиаты. Да, Но поскольку у нас общее пространство, когда мы происходили, да, и это пространство, природа сделали нам одними людьми, и эти люди по культуре, по нравственности, по мировоззрению, может быть, по пониманию всего очень близкие, и поэтому мы азиаты друг друга больше понимаем, чем по сравнению с другими представителями других континентов. Так что можно считать, азиаты это родные люди, но надо быть, на самом деле, быть друзьями. Да, мы разные, но у нас одни как бы ценности, но мы нашли разные методы эти ценности утверждать. И когда мы общаемся, мы не удивляемся, почему у вас так, а наоборот, вы так, это нам интересно. Да, даже внешне схожесть очень привлекает нас и симпатию дает. Да. Правда?
Ну ладно, ребята, тогда это самое. Мы закончим пока. Да. Потом на озере Иссык-Куль еще раз Еще поговорим. что, Ага. тему продолжим. Это такая маленькая книга, которая вышла в Якутске. Ага. Называется «Афоризмы». Это автор сидит вот Дашням. Я перевел на якутский язык. Но про это еще мы поговорим. Сейчас мы это вдвоем, автор и я, переводчик, дарим нашему другу Да. Чапраю. Да, дарственные надпись мы, конечно, будем делать для передачи нашего друга. Да. Я Спасибо большое. Это афоризмы, дарю да. это, афоризмы мои. Крылатые слова Дашняма. Спасибо. Спасибо. Всё.